Что такое ваххабизм? Муфти ханбалитов в Мекке, ученый шейх Мухаммад бин Абдуллах бин Хумейд ан-Наджди ан-Ханбали, умер в 1295 году по хиджре. Рассказывая в своей книге «Ас-Сухуб аль-Вабиля аля Дараих аль-Ханабиль» об отце Мухаммада бин Абдуль-Вахаба говорил: Абдуль-Вахаб изучал фикх у своего отца и у других алимов, написал по некоторым вопросам фикха хорошие труды. Скончался в 1153 году по хиджре. Он приходится отцом того Мухаммада, который распространил свое учение по миру, однако не следует отождествлять отца с сыном. Мухаммад бин Абдуль-Вахаб не выступил со своим учением до тех пор, пока не умер его отец. Отец предвидел, что его сын введет новшество, и говорил: «О люди, то, что вы видите в моем сыне Мухаммаде, является злом, и Аллах предписал случиться тому, что случилось». Сулейман, сын Абдуль-Вахаба, тоже отвергал призывы своего брата Мухаммада. Он опровергнул его убедительным образом, приводя аяты и хадисы. Дело в том, что Мухаммад бин Абдуль-Вахаб не обращал внимания на слова ученых, ни предшествующих, ни последующих, кроме доводов Ибн Таймии и его ученика Ибн Кайима. Поистине он видел в словах этих двух ученых доказательства, неприемлющее толкование, и доводил это до людей, если даже их слова были противоположны тому, как он их понимает. Сулейман назвал свое опровержение «Фаслуль хитаби фирради аля Мухаммадин бин Абдуль-Вахаб» окончательное решение в опровержении Мухаммада бин Абдуль-Вахаба, и Аллах сохранил Сулеймана от зла и коварства брата, при том, что была опасность, которой могли подвергнуться даже те, кто находился далеко. Когда кто-то отделялся или выступал против Мухаммада бин Абдуль-Вахаба, и он не мог убить его открыто, то посылал того, кто задушил бы его ночью в постели или на рынке, потому что он обвинял в неверии тех, кто противоречил ему и считал дозволенным их убийство. Говорят, что был один сумасшедший, который имел привычку бить встречных, даже применяя оружие, и Мухаммад бин Абдуль-Вахаб приказал дать ему меч и завести его к своему брату Сулейману, когда тот был один в мечети. Его завели к нему, и он испугался шейха Сулеймана, и тогда сумасшедший выронил меч из рук и стал говорить: «О Сулейман, не бойся, поистине ты в безопасности». Он повторял это многократно, и нет сомнения в том, что это одно из караматов Сулеймана. Заблуждение ваххабитов – бедствия, которые обрушились на ислам. Они пролили много крови, ограбили много чужого имущества, распространили зло и насилие, которые коснулись всех.